Вот и балалайка русская. Я сразу понял, как я по вам соскучился. Соскучишься тут. Это ж каравон. Главный в Татарстане хороводный праздник. Как возродили, так оно у нас и живет. Караванский хоровод, он особенный. Тут секреты знать надо. Вот эти бабушки-сторожилки села Русское Никольское – главные хранительницы. Здесь и шаг свой особенный. И держаться-то надо не абы как, а за мизинчики. Ну, это сейчас стало хитом, например, у нас в Москве. Мы уже другие хороводные песни, вот беремся в круг, беремся за мизинчики, и там получается очень интересная обучающая ситуация. Но вы, например, не так ходили. Как Сережа описал, вот можно показать, как надо ходить. Ну, давайте. Надо сначала вот так, да? Да. Ох, так? Тяжелая эта работа, каравоном ходить. Правая? Сейчас. Да. Да, пошла. А потом под это. Да, потом уже загибаешь. Вот так. Потом поднимем. Вот так. И когда ты еще за мизинчики хватаешь, и у тебя девушка еще за мизинчики хватает, и ты на всех смотришь, любуешься, вот, да еще поешь, да еще тонкий голос, да еще многоголосие. Здесь получается образ целый. Целая. Да. Вот. И это, чем дольше ты это делаешь, тем тебе больше это нравится, и ты уже подсаживаешься на этот хоровод, и уже без него жить не можешь. Ну, гости дорогие, чего задумались? Айда к нам каравон водить. Уже несколько лет в селе Русское Никольское работает музей каравона. Молодцы. Вот Рустам Нургалевич тут тоже выступает. Ладно, я побелел уже. Сегодня к нам в гости приехал один из древнейших фольклористов России из Москвы, Кабанов Андрей Сергеевич, который приложил руку к созданию каравана в 90-м году. Андрей Сергеевич, спасибо, что приехали. Андрей Сергеевич первый стал изучать здесь традицию. Большое значение имеет слово. Вот что мы поименуем. В 90-м году я лично заметил вот этот коллектив, а перед этим у меня был большой опыт уже казачьего фольклора, южно-русского фольклора. И вдруг они мне говорят какие-то древние словечки. Вместо хоровод – каравон, вместо свадьба – свальба. Да? А потом выясняется, что они же переселенческая культура, создавшаяся и возникшая здесь несколько веков назад после взятия Казани Иваном Грозным, да, вот, и я понял, что это же мои то есть мои предки, значит, потомки предков. Да. Встречайте, дорогих гостей, фольклорные и аутентичные коллективы Республики Татарстан, Омска, Екатеринбурга, Ижевска, Пермского края. Когда мы в 1988 году узнали, что здесь существовала традиция, мы приезжие здесь, не местные. Дом культуры открылся в 1986 году, вот новое здание. Приехали сюда специалисты, мы с женой, допустим. И когда с пенсионерами, ветеранами труда решили создать хор просто, ветеранский, они нам рассказали, что была древняя традиция водить хороводы, которые здесь называли «играть каравон». Мы решили возродить. Почему до этого не было? Говорят, запрещали просто. Но тут перестройка, 88 год. Все стремились понять, кто есть кто русский, кто татары. Мы, русские, свои традиции пытались. Но в 90-м году, после деловых игр по развитию национальных народных культур в городе Набережные Челны, был создан Дом фольклора в городе Набережные Челны. И первый фестиваль, в принципе, проводился в ДК КамАЗа. Для меня это родной, я сам еще был. В городе Набережные
набережной Челны вот в 90-е годы на волне вот этой удивительной перестройки, обновления, так скажем, проводилась деловая игра. Деловая игра на тему о сохранении, о возрождении традиционной народной культуры. Вот в результате этой деловой игры родился Дом фольклора. Мне посчастливилось возглавить его, стать директором этого. Собственно, это общественная организация была. Дом фольклора. И мы, во-первых, мы провели фестиваль фольклора, истоки мы его назвали. То есть это была, может быть, небольшая ревизия тех коллективов, которые остались, которые сохранили традиционную культуру. И вот только возникший Каравон, этот ансамбль, уже приехал сюда. Да, я хотел понять, что это такое, и поехал на эти деловые игры. И там мы сгруппировались, те, которые интересуют фольклор, и поняли, что только фольклор может спасти мир. А это